Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать на цикл передач «Изумленный Кораном», в котором я буду делиться своими впечатлениями об аятах Корана. Сегодняшний аят имеет прямое отношение к нашей с вами жизни. Всевышний Аллах говорит: «Неужели те, чьи сердца поражены недугом, полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу, их недовольство, отвращение?» Слово «адган» в арабском языке происходит от «дагн» или «дыгн», которое имеет такое же значение, как и слово «хакд» — злоба, «багда» — ненависть и «адава» — вражда, агрессия к кому-либо. В этом аяте Аллах говорит, что люди, которые имеют эти чувства, обычно стремятся их скрыть. Такие люди могут улыбаться вам, приветствовать вас, обнимать при встрече, спрашивать, как ваши дела. Однако в своих сердцах они таят злобу и ненависть к вам. Возможно, они долгое время обижены на вас за что-то, а вам и в голову не приходит, что они держат это в себе. Когда они приходят в другое общество, где вас нет, они обсуждают вас и говорят о вас плохое. Но при встрече с вами они проявляют дружелюбие и притворяются, что все хорошо. Аллах призовет их к ответу за это. Во-первых, Он называет это болезнью в их сердцах. Это духовная болезнь. Нам кажется, что болезни и недуги сердца — это когда человек не поминает Аллаха, когда он становится беспечным, жадным, корыстным, стремится к мирскому, теряет духовность. Однако в этом аяте Всевышний говорит нам, что болезнью сердца поражены также те, кто таит злобу и ненависть в своем сердце. Свят Аллах. Это духовная болезнь. Аллах говорит: неужели они думают, что смогут скрыть эту злобу в своих сердцах? Нет, Аллах выведет наружу всю их злобу и ненависть, как бы они ни старались ее спрятать, как бы ни пытались скрыть ее, боясь потерять какие-либо преимущества или опасаясь ответной реакции. Аллах выведет все это наружу. Вам не нужно этого делать, не нужно выяснять, допытываться, что тот или иной человек думает о вас. Сам Аллах создаст такую ситуацию, когда их злоба, их ненависть сама выйдет на поверхность, и вы увидите их настоящее отношение к вам. Аллах создаст такую ситуацию. Вы не должны мучить себя мыслями, кто же затаил на вас злобу. Аллах и так сделает все явным, когда придет время. Вам не нужно мучить себя предположениями. Вместе с тем, данный аят также касается меня и вас. Лично меня вдохновило в этом аяте следующее. Я понял, как я должен вести себя, когда меня обидели или задели. К примеру, вы услышали что-то неприятное от вашего друга. Вам стало обидно, но вы не высказали это ему, а затаили обиду в сердце. Проходит время, а обида все не проходит. Вы не можете забыть слов, которые он вам сказал. И из-за этого в вашей дружбе появилась трещина. Поэтому я советую всем, кто оказался в такой ситуации, вы не должны держать обиду в себе. Вы должны иметь честные и открытые отношения со своими друзьями или родственниками. Если кто-то обидел вас, и эта обида не покидает вас, то не позволяйте ей превращаться в болезнь в вашем сердце. Просто скажите им: «Послушай, то, что ты сказал, реально задело меня. Я не хотел показывать это, но я понял, что больше не могу держать это в себе. Я хочу, чтобы ты знал об этом. Я сам так делал. Недавно я открылся одному моему знакомому, который как-то сильно обидел меня. Я не мог простить эту обиду и годами держал ее в себе. До этого он часто говорил мне: знаешь, ты уже не так часто звонишь мне, как раньше. Что случилось?» И тогда я отшучивался, придумывая разные причины. Но в последний раз я все-таки решил высказаться и сказал: «Да, ты прав. Я не звонил тебе, потому что твои слова тогда очень обидели меня, и я решил, что не буду звонить тебе. Давай поговорим об этом». Он отвечает: «Конечно, давай поговорим». Мы поговорили где-то 30-40 минут, и после этого все уладили. Наши отношения стали еще крепче, чем раньше, только благодаря тому, что я высказался и не позволил этой обиде глубоко засесть во мне. И не надо путать это с терпением. Терпение — это не когда вы позволяете злобе или обиде все больше и больше разрастаться в вашем сердце. Ведь в конце концов, мы не ангелы, мы люди. И если мы не можем забыть какие-то вещи, значит, мы должны решить их. И это хорошо, когда люди нормальным, цивилизованным образом решают обиды и споры между собой. Пусть Аллах сделает нас смелыми, способными быть открытыми и честными с людьми, и оградит нас от оскорблений и агрессии. И пусть Аллах удалит нас от тех, кто питает злобу и ненависть к нам, пока Аллах сам не выведет ее наружу. Да благословит вас Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.